Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения старая добрая программа «Один из нас», которую много уже лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодняшний наш гость мне очень приятно представить следующего. Мне очень приятно представить нашего сегодняшнего гостью. Это председатель Государственного комитета по занятости населения Республики Саха-Якутия Светлана Валентиновна Грюшинская. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Не каждый день встречаешь, имеешь возможность беседовать открыто, причем с человеком, должность которого несопоставима, равна министерскому. Да? Но здесь я хочу немного таким контрапунктом уйти. Вы, наверное, помните книжку замечательную «Незнайка на Луне»? Обязательно. Да. Помните, там Незнайка ходил на биржу труда? Так. На Луне. То есть это был один из зверских оскалов капитализма, который нам, советским детям, внушали с детства о том, что это нехорошо. Да? Сегодня у нас ценности немножко, приоритеты расставлены немножко в другом порядке, и Центр занятости выполняет одну из важнейших социальных функций. Да? И вообще вся служба занятости населения, которая включает и Госкомитет, и Центр занятости, и многие другие подведомственные учреждения, это, наверное, та соломинка, за которую хватается человек, который оказывается в ситуации, когда ему кажется, что он не востребован, когда ему кажется, что он не удел. Давайте вот с этого начнем. Действительно, да. Николай Носов, наверное, в то время очень правильно обозначила. Вообще служба занятости достаточно молодое направление. В этом году у нас юбилейная такая дата, 35 лет со дня образования службы занятости. И вот как раз тогда, в то время, и нужен был такой инструмент, как биржа труда, которая могла бы помочь экономике и людям, которые выходят на улицы, получают низкие заработные платы, подтягиваться и находить для себя новые пути. Сейчас, вы очень правильно заметили, это совершенно новый инструмент, и уже больше даже не только соломинка, а конкретный механизм, который может развивать экономику как региона, так и страны в целом. Потому что служба занятости, она проходит красной линией по каждому отраслевому направлению. Я очень люблю говорить, что мы всегда говорим о проектном управлении, о проектах, которые реализуются, масштабные, маленькие, небольшие, даже там в семье, да, это же тоже такой своеобразный проект. Но, тем не менее, ни один проект, ни одна цель никогда не будет достигнута, если в ней не будет человека. И здесь, на самом деле, служба занятости, она работает как с самим гражданином, который ищет в моменте. И он может быть не всегда на грани. Он может и работать в настоящее время, но его могут не устраивать условия определенные, может не устраивать уровень заработной платы. И он просто хочет поменять в моменте свою жизнь. То же самое можно сказать и о предприятиях, ведь там тоже работают руководители, директора, которые ищут для себя квалифицированного специалиста, который подходит именно под те компетенции, которые сделают это предприятие рентабельным, прибыльным, развивающимся. Да? И тем самым, как вот я говорю, мы подходим к такому большому и широкому понятию, как экономика в целом. Вот как-то так. Как-то так. Я вот штудировал интернеты, как мои коллеги говорят, да, и обнаружил одну очень замечательную, поскольку Якутия – это крупнейший регион Российской Федерации, я буквально 2 дня тому назад вычитал, что Россия вошла в лидеры по самому низкому уровню безработицы. Так ли это вообще обстоит на самом деле, если вот смотреть на страну в целом? Да, это так. Действительно, сейчас мы достигли исторического минимума, и в страновом масштабе тоже. На уровне страны этот уровень чуть колеблется, да, в статистике поквартально, где-то 2,2%. Предельно низко, и действительно не поспоришь, потому что
все-таки люди у нас работать хотят, они хотят жить достойно, благополучно, поэтому открывают свое дело, они становятся предпринимателями, и на сегодняшний день действительно для этого возможности все есть. Но сказать о том, что это очень хорошо, и мы должны стремиться к нулю, это неправильно. Потому что на сегодняшний день, так как развиваются наши предприятия, и им требуется рабочая сила, им требуются люди, их начинает не хватать. Соответственно, здесь мы должны очень четко понимать, что вот как раз на этом этапе мы должны научиться грамотно и правильно прогнозировать, а сколько людей на ближайшие хотя бы 5-7 лет нам понадобится, какой они должны быть квалификации, профессии, и где нам их можно было бы взять, какие направления и отрасли на сегодняшний день, например, можно было бы ужать, да, или повысить производительность труда, автоматизировать процессы и этих людей, высвободившихся, направить на то, где не хватает. То есть вот это управление рынком труда сейчас приоритетная задача, которая как раз зашита и в новый национальный проект «Кадры», где федеральный проект так и называется «Управление рынком труда». Да? И вот эти вот механизмы управления мы сейчас повсеместно должны внедрять и понимать, как нам правильно успеть подготовить нужных нам людей в нужное нам время. Я очень люблю через свои личные какие-то истории пропускать те или иные аспекты. Да, вот занятость. С пандемийных времен, я не знаю, мода пошла, не мода пошла, но я наблюдаю очень странную тенденцию. Курьер становится востребованнее, чем узкие какие-либо специалисты. Я вот нынче летом пробовал и себя и в роли таксиста, и в роли и курьера, и так далее. Но на самом деле, в принципе, на иных предприятиях дают такие условия, от которых грех отказываться, там, допустим, да? Территория на выбор, график на выбор и так далее. Это для курьера, для, извиняюсь, разносчика пиццы, да? Смотрите, во-первых, хочу поспорить со словом «востребованность». Мы не говорим о том, что они востребованы. Да, условия, которые сейчас для курьеров предоставляются, предприятиям, да, где они нужны, они очень легкие. Это хороший заработок за минимальное количество рабочего дня, за минимальное количество компетенций, навыков требуемых, к здоровью еще какие-то определенные требования. То есть это очень легко и просто. Но они тоже нужны. Тут я бы не хотела делить на низовой и низовой, но это рабочая сила, которая нужна. По требованиям, да. Это такой критический минимум, который главное, чтобы человек мог, более-менее соображал, вы ему вручили, донес, адреса знал, на этом вся история закончена. А востребованы сейчас как раз-таки узкие специальности. Как раз-таки сложные, высококвалифицированные профессии, они выходят на уровень востребованности. И здесь разница для человека в чем? Быстрый заработок, да, окей, это тоже нормально. Но при этом говорить о том, что ты сделаешь свой карьерный трек и в жизни достигнешь чего-то, если ты ставишь себе эти цели, сложно сказать. Вот. А когда ты занимаешься, когда ты учишься, когда ты стремишься быть высококлассным специалистом в каком-то направлении, при этом, знаете, очень часто говорят о том, что модно быть блогером, например, да, конечно, это модно, и это денежно, и это тоже очень легко. Вышел, поснимал, и у тебя там подписчики. Да. Вот. Но при этом вот эту модную часть и то, что в принципе очень часто человеку нравится делать, да, я же делаю то, что я люблю, можно совместить, например, с тем, что сейчас очень серьезно развивается киноиндустрия. И там есть определенный, и продакшн есть, да, мультимедийные 3D-дизайны и все на свете. И если совместить это с профессионализмом, с определенным образованием, то это все получится и может дать человеку очень серьезный рост. Вот. И создаст для него стабильность. Ведь тот же самый курьер, тот же блогер – это не стабильность. Это не об этом. Это мы говорим о том, что, да,
подработать можно. И такие возможности тоже есть. И я хочу сказать, что как раз недавно у нас был принят закон на уровне Российской Федерации о отдельных, о платформенной экономике. О том, что вот как раз-таки развитие маркетплейсов, да, вот эта вот курьерная история, она все равно требует регуляции. И поэтому сейчас там часть норм, она будет вводиться только с июля этого года, некоторые даже с октября, но факт в том, что она тоже будет регулироваться, и вот эти случайные заработки, которые в основном сейчас находятся в тени, которые как раз входят в число безработицы в том числе, они тоже выйдут на поверхность, и мы будем их видеть, и можно будет зарабатывать себе стаж, опыт, и так далее. И потом будут у нас, знаете, звезды лучший, там, курьер года, например. Ну, это некое такое. Но между тем, именно в среде курьеров, да, допустим, по статистике, опять же, если мы говорим, средняя заработная плата у нас, 150, грубо, да, то это там же легко дается. Там человек может 10 дней в месяц работать и зарабатывать примерно столько. Но если человек имеет образование... Вот такие вот гримасы. Если человек имеет образование и поступает на работу, имеет определенную профессию, он тоже может зарабатывать столько, имея определенный... Единственное, что когда ты поступаешь на работу, как правило, тебе нужно пройти по определенной лестнице. То есть надо сначала начать, нужно научиться работать на оборудовании, потому что оно сейчас высокотехнологичное, оно сейчас обновленное, инновационное. Обязательно нужно... Ну, вот сейчас развивается, почему институт наставничества, да, для того, чтобы тебе передали те знания, которые нужны. Нужно понять специфику предприятия для того, чтобы развиваться. Нужно набрать в течение определенного времени еще дополнительные компетенции, чтобы расти, но у тебя есть стремление к тому, чтобы карьерный трек действительно менялся. Ну и человеку в любом случае необходимо совершенствоваться в жизни. Одной из задач я своей профессии вижу доносить до населения те или иные тонкости разъяснения той государственной политики, которая проводится в республике. Да? В том числе многие критики действующей линии, они говорят, вот у нас в республике все плохо, очень высокий уровень, невозможно найти работу там, и так далее, и так далее. Да? Как с этим быть? Эта критика, она на чем-то основывается, или это все-таки, можно интерполировать, вот повернуть под таким углом, да, и мы видим, что абсолютно иная картина. Вот угол я могу вам повернуть сразу. У нас на сегодняшний день практически 7 тысяч вакансий. И они свободных? Свободных, да. Это то, что представляют предприятия. Больше скажу, это вот одномоментно. Вот ежемесячно мы там на каждый раз откроем, сейчас прямо. Вот сейчас где-то порядка от 6 до 7 тысяч, они всегда есть. Абсолютно разных направлений. Начиная от промышленности, она у нас всегда лидирует, заканчивая образованием, здравоохранением, все, абсолютно в любую сторону можно посмотреть, и всегда вакансии есть. При этом посмотрим на людей, которые ищут работу. Их официально у нас зарегистрированных не достигает даже 3000. Поэтому я точно могу сказать, что предложение и возможности есть. Ее можно найти. Так? Но здесь есть такой момент, как называется структурная безработица. Это вот когда мы говорим, что мы когда-то в свое время, спрогнозировав немножко неправильное развитие нашей страны, возможно, даже где-то, да, подготовили чуть больше юристов, чуть больше экономистов и немножко забыли про рабочие профессии. Поэтому в промышленности сейчас очень большая востребованность рабочих кадров. Сейчас нам нужны машинисты, сейчас нам нужны экскаваторщики, нам нужны слесари абсолютно разные. KPI, да, то, что касается водоотведения, водоснабжения. Нам нужны энергетики разного уровня, как инженеры, точно так же, как и, опять же, рабочие, просто электрик, различных разрядов абсолютно. Вот. Вот вы сравнивали курьера, сварщики, например. Востребованность всегда есть в разных отраслях. Заработная плата варьируется
очень высоко, даже выше, чем у курьера. Да, гораздо Вот. выше. Поэтому в моменте здесь, да, плюс ко всему, хотела сказать о том, что сейчас у нас раньше конкурировали люди за рабочие места, потому что действительно работу было найти сложно, уровень заработной платы был достаточно низких в определенных отраслях, и поэтому люди всегда у предприятия было очень ворох резюме, из которых он выбирал. Вот в этом сейчас заключается изменение основного рынка труда. Сейчас у нас рынок соискателя. Соискатель ищет для себя удобного работодателя, высокую заработную плату, условия, чтобы были комфортны, а еще хорошо бы жилье предоставили и многое другое. То есть сейчас работодатель конкурирует за хорошего специалиста. Получить компетенции сейчас тоже стало очень легко. Сейчас у нас профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование бесплатно. Пожалуйста. У нас есть национальный проект «Кадры», который обучает очень большое количество категорий. Хотя говорят, что, официально мы говорим всегда так. Это для определенных категорий граждан. Но попасть в эту категорию можно очень легко. Не занятые. Вот просто даже если ты не работаешь, ты уже туда попадаешь. Ищущие работу. То есть ты можешь даже работать, но уже попасть в эту категорию. И, конечно, мы говорим о наших приоритетных категориях. Это участники специальной военной операции, члены их семей. Это граждане, которые имеют инвалидность. То есть здесь приоритетный порядок у нас в любом случае есть. Но я хочу сказать о том, что мы всегда даем и показываем возможности. Для этого мы проводим очень много событийных мероприятий. Потому что, вы правильно сказали, вот этот стереотип еще с «Незнайки на Луне», он сохранялся десятилетиями. И сейчас в моменте, сразу, когда мы поняли, что нам нужно работать по-другому, мы не сможем поменять взгляд человека. И мы открываемся, и сейчас у нас проходит комплексная модернизация. Республика вошла в этом году в комплексную модернизацию, которая говорит о том, что мы, во-первых, создадим современное пространство для того, чтобы человеку было комфортно туда прийти, интересно туда прийти. И самое главное, мы поменяем подходы работы с человеком, с работодателем, с каждым, кто может зайти и задать любой вопрос. Это не операторы, которые формально скажут себе: вот, пожалуйста, вакансии сегодня. А узнают, кто человек сейчас, что бы он хотел. И предложат вот все эти возможности как раз для развития индивидуального карьерного пути. Работы не хочу. Да. Да, и это так, действительно. Я во многом говорю, вот есть замечательное произведение Оруэлла, да, 84-й, и там описывается некий большой брат, да, который следит за всеми и так далее. Я государство в цифровом виде параллельно некие провожу, потому что государство обо мне знает все. Знает мой кредитный рейтинг, знает мои прошлые места трудоустройства, знает, сколько я проводил на больничном, знает, сколько налогов я уплатил и так далее. То есть, анализируя на своем уровне данные конкретно обо мне, государство, в принципе, в лице своих органов, не только власти, да, оно может предложить некие варианты. Да. Хочешь меньше налоги, да, иди туда. Хочешь большую зарплату, иди туда. Хочешь, чтобы у тебя удовлетворенность была больше, некий проактив. попробуй себя здесь. Да, потому что, на самом деле, срез вот этих недовольных работников, недовольных своим нынешним статус-кво, да, он очень большой. И это дает, некий такой, возможно, капельку дегтя в бочке меда, да, но все-таки оно имеет место быть. Вы упомянули особые категории граждан, участников СВО и их семей, членов их семей. Да? Вот все-таки хотелось бы остановиться, потому что очень много вопросов люди задают, что будут делать те, которые вернутся. Ведь рано или поздно СВО закончится, задача будет выполнена, и с фронта вернутся очень большое количество ребят. Вот в этом отношении какая политика ведется государством, и почему можно говорить, что не оставят и тут? Первое, что хочу сказать, это приоритет. Действительно, приоритет того, что эта категория для нас очень новая.
очень новая. Мы не работали с ней давно, со времен Великой Отечественной войны. Поэтому вот как раз сейчас мы работаем с теми ребятами, которые приходят индивидуально, проактивно. Сказать о том, что все очень хотят прийти и сразу бегут в службу занятости искать работу, конечно, нет. Требуется определенное время, для кого-то медицинская реабилитация, для кого-то психологическая, для кого-то просто необходимо побыть определенное время в семье и понять, чего же он хочет. И здесь мы выстраиваем механизм, пытаемся выставить правильно. Да? Как? Во-первых, у нас есть те ребята, которые уходили со своих рабочих мест. Мы все эти рабочие места посчитали. И мы четко знаем, где эти рабочие места, на каких предприятиях эти рабочие места, для того, чтобы наше трудовое законодательство обязательно сработало. Так? И чтобы место точно для них было. Есть те, которые не работали. Есть те, у которых не было образования. И здесь мы как раз подходим с той позиции, что мы создали реестр. Между прочим, это было поручение и Айсена Сергеевича, который нам дал его еще несколько лет назад. Что мы действительно должны четко понимать пул рабочих мест, которые будут ждать своих ребят. Это мужчины трудоспособного возраста. Да, не все здоровы, но и это мы тоже должны предусмотреть. Потому что в целом сейчас мы создаем портрет участника специальной военной операции для того, чтобы понимать, разделив его на категории, понимать, что конкретно под конкретного человека мы могли бы предложить. Такой реестр рабочих мест мы создали. В прошлом году у нас получилось более 3000 рабочих мест, которые могут предложить работодатели для своих участников. И не только для своих, вообще в целом. При этом надо сказать, что здесь мы хотим поработать еще и с работодателем, потому что вот сейчас уже тоже складываются определенные стереотипы, когда наши предприятия иногда боятся брать участников специальной военной операции, потому что они будут отлучаться там для той же медицинской организации, для того, что они не всегда полностью социализированы, например, да. Не буду скрывать и открыто, наверное, скажу, часть из них имеет определенные статьи, например, которые могут не подходить иногда, да. Но это часть нашей жизни, поэтому мы говорим с вами открыто. И здесь как раз вот в этом реестре, когда мы его формировали, мы подобрали тех, кто готов поработать, кто готов дать дополнительное образование, дополнительные компетенции, доучить. И сейчас мы положительными кейсами, которые у нас уже есть, и их немало, начиная от того, что у нас участники трудоустраиваются в промышленные предприятия, такие как Алроса, очень много участвуют. В нашем конкурсе «Лучший работодатель» он у нас есть, и там как раз есть категория предприятия «Лучшие по трудоустройству участников СВО». У нас, например, победило промышленное предприятие, это Саха нефтегаз, и они открыты для ребят, предоставляют очень замечательные условия и, в принципе, довольно-таки достойный уровень заработной платы. Вот. Здесь есть еще такой момент. Ребята, когда возвращаются, так как они там получают определенный уровень заработной платы, они хотят его получать также и в мирной жизни. К сожалению, не всегда и не везде такой уровень на сегодняшний день есть. И здесь мы все-таки стараемся предлагать, конечно, промышленность, потому что на самом деле рабочих рук не хватает, и получив профессию, образование, они очень хорошо могут там реализоваться. Но при этом через какое-то время, поискав этот уровень, ребята все равно приходят к стабильности. Без этого никак. Потому что у многих есть семьи, семьи надо кормить, и вот таким образом мы работаем. У нас ежеквартально мы проводим акцию, она называется «В кругу своих», где проводим ярмарки, которые непосредственно направлены на участников специальной военной операции. Мы проводим промо-туры.
Работодатель открывает двери, мы собираем участников, которые хотели бы и интересуются этим направлением деятельности, и привозим их прямо на предприятие, где они могут окунуться, посмотреть условия, поговорить с работодателем, прямо там пройти собеседование. Некоторые у нас даже и трудоустраивались прямо сразу же. Очень, на самом деле, формат такой работающий, рабочий и достаточно эффективный. И вот таким образом, точечно, индивидуально у нас получается трудоустроить. По цифрам все равно скажу, наверное, да, уже за первый квартал, вот только мы, год начался, да, мы уже трудоустроили порядка 75 участников специальной военной операции. Для сравнения скажу, что в 2025 году мы всего трудоустроили 120 человек. Поэтому мы набираем обороты, набираем темпы, и ребята сейчас все-таки понимают, что действительно мы можем предлагать хорошие варианты, поэтому работаем в этом направлении. Светлана Валентиновна, ну, вы упомянули некий событийный момент, событийный аспект. Не секрет, что даже трудоустройство, если в виде праздника, в виде некого такого радостного явления, то это только плюс. Это такой жирный плюс, когда устраивают ярмарки вакансий, когда устраивают там целый фестиваль занятости, да, получается. Давайте вот про эти направления чуть поподробнее из ваших уст. И насколько я понимаю, Якутия очень достойно выступила на всероссийской ярмарке, да, вакансий. Да, действительно это так. И можно я начну, знаете, с того, что меня очень часто спрашивают, ярмарки вакансий, это же такой устаревший формат, который как раз чуть ли не с Луны еще к нам пришел. Насколько он на сегодня эффективен? Эффективен. И он доказывает свою эффективность ежегодно. Как мы ее просчитываем? Вот как раз сейчас, 17 апреля, в наш юбилейный год занятости, да, мы проводили региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Вы знаете, эффективность в том, что с каждым годом участников нашего мероприятия становится все больше. В этом году к нам пришли, он, во-первых, проводится в 30 районах нашей республики. Предприятия очень хорошо откликаются, и у нас больше 450 точно предприятий, которые предоставляют свои вакансии. Это вот о возможностях. Пришли на ярмарку 5700 человек в один день с 10 до 3. Представьте себе, насколько людям интересно, что же сейчас предлагают предприятия, куда же мне пойти работать. Часть из них — это студенты и школьники. Это тоже очень радует, потому что вот профориентация на самом деле это тот фундамент, на котором строится светлое будущее каждого человека. Потому что в моменте, чем раньше ты определишься правильно, тем большая вероятность, что ты станешь высокопрофессиональным и высококвалифицированным специалистом. С долей счастья огромной, да? Да, действительно. И что эта работа тебе будет нравиться с самого начала. На ярмарках вакансий сейчас предприятия работают не только вот с безработными, да, а они предлагают в том числе стажировки, предлагают практики для того, чтобы человек мог прийти и попробовать себя, и на самом деле в любом возрасте. В этом году отличительной чертой как раз было то, что мы запараллелили 2 крупных мероприятия. Это наша ярмарка, где вакансии, где можно поговорить, да, и это фестиваль профессий, где предприятия погружают в свои профессии. И на самом деле здесь предприятия, хочу сказать, начинают конкурировать между собой, кто ярче представит, креативнее свою отрасль, свое направление. У нас, начиная от гидрокостюмов, заканчивая укладыванием плитки реальным. Ты приходишь, одеваешь каску, перчатки, берешь кирку и начинаешь делать ремонт вот прямо здесь и сейчас. И я, например, сразу могу понять: так, друзья, возиться вот с этим делом не мое. Пошла-ка я посмотрю, а что же делают у нас энергетики. А энергетики
показывают действительно, что такое энергия, опять же, как работать с этим электричеством. И когда школьник, студент, который, может быть, уже учится на эти профессии, может на месте прямо делать практически, пусть минимально, то, что его ждет потом, в будущем, и в моменте там же ему говорят: друг, но ты должен понимать, что сначала ты придешь вот там таким рабочим, а потом ты станешь инженером, ты станешь там руководить этими людьми и так далее, да, открывают вот реальную завесу внутреннего климата, в том числе своей организации, все-таки с большей вероятностью они наберут для себя тех людей, тех выпускников, которые задержатся у них в коллективе, задержатся на этом рабочем месте и действительно привнесут определенный вклад в развитие этого предприятия. Поэтому вот этот формат ярмарок, фестивалей, мероприятий, которые мы проводим, он эффективен как раз не сиюминутным трудоустройством, хотя оно тоже есть. Вот, например, приведу пример этого года. Мы говорили об участниках специальной военной операции. Прямо там, на ярмарке, он трудоустроился водителем. Прямо там. Его работодатель забрал, и он сейчас работает. Некоторым нужно дополнительные компетенции. Прямо там, на ярмарке, мы предлагаем переобучение, записываем на курсы. И вот этот вот этап даже трудоустройства в цифрах 719 человек прямо 17 апреля получили предложение о работе от работодателя. Сейчас происходит процесс, когда кто-то проходит медосмотр, кто-то доучивается, ну, еще определенные какие-то стадии, которые должны пройти. Поэтому я говорю, что мы про то, что в долгую. И вот этот эффект в дальнейшем, который нарастает больше, он действительно показывает о том, что наши мероприятия делаются не просто так. Ну и, знаете, это для предприятий это огромный плюс, это площадка, где они могут показать себя, заявить о себе, показать, что они конкурентоспособны на рынке труда. Соответственно, выбор может стать для какого-то, например, человека определенного, более ясным. Угу. Четко обозначено. Да, угу. Да. Смотрите, наверное, очень большая часть, вот я говорил про удовлетворенность профессии и так далее, не любящий свою профессию человек не может достигать каких-то высот в каком-то своем деле. Да? Поэтому, наверное, проведение конкурса лучше по профессии – это такой мотивирующий, рейтингующий формат, который на самом деле очень востребован. Да, и мы, вы знаете, тоже возвращаемся к престижу человека труда в целом, да, престижу рабочих именно профессий сейчас, в большем объеме. Потому что, вот как я говорила раньше, мы в определенном периоде времени, наверное, может быть, лет 10 назад, несколько его потеряли. И мне родители всегда говорили: если ты будешь плохо учиться, ты пойдешь работать на завод, да, и это было как-то, коробило. А сейчас, наоборот, на заводе работать престижно, бульдозеристом работать престижно, экскаваторщиком. И в прошлом году, тоже в рамках национального проекта «Кадры», по поручению нашего президента, конкурс «Лучший по профессии», который на самом деле проходил с 2012 года, он прошел абсолютную перепрошивку и сейчас с удвоенной силой идет по нашей стране. Сейчас начались уже региональные этапы, и здесь как раз тот, кто работает по рабочим профессиям, может показать тот уровень мастерства, который есть на самом деле. Он проводится в России по 25 номинациям. Эти номинации выбираются не случайно, а как раз-таки по прогнозу востребованности кадров, кто нужен сейчас экономике, кто делает эту экономику нашей страны, отбираются вот эти профессии. Наш регион, Якутия, мы тоже впервые в таком количестве, 8 номинаций, представляем в нашем регионе. Это повара. Это ветеринарные фельдшеры. То есть это те, без которых наша республика не будет развиваться стабильно. Те, которые нужны сейчас. Это
сварщики, безусловно, мы о них говорили. Это машинисты экскаватора. И это агрономы, механизаторы. Сельское хозяйство – это часть нашей жизни, часть жизни наших районов, поэтому, безусловно, мы эти профессии должны представить. Сейчас уже прошел у нас региональный этап ветеринарных фельдшеров. Соревновались у нас с разных районов. И лучшие вот в своих профессиях в этих номинациях, в региональных этапах, будут представлять себя уже на уровне федерации. В этом году у нас есть федеральное финансирование на то, чтобы наши участники выезжали участвовать в федеральных этапах. И хвастаюсь, целый год хвастаюсь тем, что в прошлом году Якутия заняла первое место в номинации «Второй старт». Это был горнорабочий нашей компании «Алроса» Алексей Тиньшан. Он выиграл 1 000 000 рублей и показал, какие крутые горнорабочие у нас в республике. При этом «Второй старт» в прошлом году, это была номинация, когда человек получил новую профессию и уже добился профессионализма в абсолютно новой для себя профессии. Очень круто. В этом году такая номинация тоже есть, «Второй старт», но она посвящена в этом году участникам специальной военной операции. И я вот хотела бы призвать, наверное, всех участников, которые сейчас уже работают на предприятиях. Может быть, кто-то открыл свое дело и уже суперпредприниматель может похвастаться этим. Мы всех ждем, заявочная кампания у нас уже открыта, и я думаю, что наша республика действительно может себя проявить в любой из этих номинаций. Итоги подводятся в декабре в Кремлевском дворце. Федеральные министры говорят о том, насколько важен каждый работник, а особенно рабочей профессии, для того, чтобы наша страна процветала. Мы не заметили, как пролетели практически 40 минут нашей с вами беседы. Когда я приглашал вас к себе, мы решили говорить о том, как республика участвовала вот в ярмарке вакансий, да, во всероссийской ярмарке вакансий, какие итоги из этого можно извлечь и так далее. На самом деле наша с вами беседа коснулась всего спектра государственной политики, который проводится в сфере занятости населения. Да, и это очень хорошо. Мы затронули даже аспекты контрпропаганды, которые, ну, скажем так, критики действующей власти могут использовать, там, низкая безработица и так далее. На самом деле, вот вы говорите, предложения превышают спрос в разы, да? Такое вот есть. Я в силу своей профессии бывал много где, да, и посетил однажды замечательный город Сиэтл, штат Вашингтон. Да, и мне говорили, тут коммунизм, тут нулевая безработица, нулевая абсолютно, да, поскольку Boeing, поскольку Microsoft, Amazon и все прочее, да, наша республика, хотя и не имеет Microsoft на своей территории, да, но может конкурировать со штатом Вашингтон абсолютно, потому что, еще раз, вы говорите, предложения, которые работодатели предлагают, они превышают спрос в 2 раза. По цифрам 2 раза, да? Это так. Самое главное, нужно следить за трендами на рынке, за тем, как развиваемся, как развивается наш регион, как развивается страна. И прийти в кадровый центр, например, уточнив информацию, поменять свою жизнь, только выстроить свою жизнь, но выстроить ее так, чтобы быть востребованным. Мы, в свою очередь, показываем те возможности, которые есть, те направления, которые развиваются на сегодняшний день и будут развиваться в соответствии со стратегией развития нашей страны. Ну, и мне остается только добавить, что востребованность в возрасте свыше 40 лет – это значительная, значимая часть человеческого счастья. Светлана Валентиновна Горюшинская, руководитель Государственного комитета по занятости населения, сегодня была в гостях в программе «Один из нас». И я, как человек, который помимо журналистики сочетает в себе столер, носитель каких-то рабочих профессий и постоянно культивирую это, призываю население, следите за той информацией, которую, еще раз, государство вас
не оставляет. Оно не то что соломинку, кидает такой спасательный круг, который, возможно, в тяжелой ситуации, но очень помогает. Обязательно откроет очень много дверей. Увидимся.